Уважаемые гости, еще раз просим вас перевести телефоны на режим беззвучный. Спасибо.
Ձերաշեմաս ապսուսնը ահնդքարը ախադա Аслан Гергипа, Асасча Аджар Эйзазыги. Добрый день, уважаемый президент, уважаемые гости, молодежь. Сегодня, в преддверии выборов президента Российской Федерации, нами было принято решение пригласить молодежь Абхазии со всех регионов для обсуждения абхазо-российских отношений. Форум молодежи Абхазии объявляется открытым. Слово предоставляется президенту Республики Абхазия Жане Аслану Георгиевичу. Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам, к новому поколению. Большинство из вас родились и выросли в признанной суверенной республике Абхазия. И сегодня вы являетесь первым со множества лет поколением абхазов, которые являются хозяевами своего дома и живут в своем доме. Вы первое за века поколение, которое пользуется плодом усилий нашего народа. Вы дети свободы, наследники нашей истории. И сегодня вы унаследовали результаты вековой борьбы за право жить на своей земле, сохраняя свою культуру, язык и традиции. И именно молодежь после Первой мировой войны сумела организоваться в дружину Кераз и под руководством Нестора Лакоба восстановить нашу государственность в виде Советской Социалистической Республики Абхазия. Точно так же после распада Советского Союза молодежь Абхазии под руководством Владислава Ардзинба вынесла все тяготы освободительной войны. В результате наш народ отвоевал право на свой дом, на свою родину, культуру, традиции и язык. Появилась независимая Республика Абхазия. Героизм погибших, мужество тысяч молодых людей легли в основу того, что у нас есть сегодня. И сегодня перед вами, молодыми парнями и девушками Абхазии, стоят новые вызовы. Мир вокруг нас меняется, и изменения эти требуют от нас адаптации, новых идей и решений. Мы должны стать развитыми, умными, здоровыми, состоятельными. Мы должны не просто уметь сотрудничать и развивать отношения с нашими друзьями. Для того, чтобы сохранить нашу свободу, мы должны укреплять свои союзнические отношения, прежде всего с Россией. В союзе со всеми народами Российской Федерации мы сможем совместно противостоять общим угрозам и вызовам. Ваши знания, ваша энергия и ваш новаторский подход
должны воплотить самые смелые проекты и идеи, сделать Абхазию сильнее, богаче, красивее, справедливее и в конечном счете еще лучше, чем она есть сегодня. Мы не затеряны в океане остров, оставлены один на один со стихийными силами природы. У независимой Абхазии есть друзья, пусть их не так много, есть соседи и союзники, и среди них есть страна, которая одновременно является нашим лучшим другом, лучшим соседом, а на сегодняшний день и единственным окном в мир. Это Российская Федерация, которая первой признала наше право на самоопределение, наше право жить в своем доме и говорить на своем языке, развивать свою культуру и экономику, наше право быть самими собой. Мы глубоко признательны Российской Федерации за поддержку и помощь, оказанные нашему народу в последние десятилетия. Это сотрудничество оказалось ключевым в обеспечении нашей безопасности и экономического развития. И сегодня мы должны продолжать укреплять эти связи, строить нашу совместную будущность на основе взаимного уважения и партнерства. Именно ради возможности иметь это лучшее будущее многие молодые люди из Абхазии ушли добровольцами СВО на Украине, где сейчас Россия борется с агрессивным режимом и его вдохновителями за новое, справедливое мироустройство, в котором уважается право народов на свободу, самоопределение. Россия не признает мироустройство, в котором подразумевается один хозяин на все страны и борется с ним. Мы должны понимать, что это борьба и наша борьба. Нас не признали те же самые страны, у которых есть свой хозяин, и которые не желают видеть нас равноправными партнерами. Вот почему наше будущее связано с теми, кто, как и мы, борется за право быть хозяином в собственном доме, за право сохранения своей идентичности. Сейчас каждый из вас стоит перед важным выбором. Этот выбор повлияет не только на будущее России, но и на наше общее будущее. Мы должны поддержать тех, кто погибал вместе с нами, поддерживал нас, кто вносил вклад в развитие нашей независимости и процветания. Это возможность показать нашу благодарность и уважение. Разумеется, речь идет о президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, чей личный вклад в становление и развитие независимой и суверенной Абхазии неоценим. Сегодня именно он взял на себя всю ответственность перед лицом истории за Россию, ее многонациональный народ, за всех друзей и союзников России. Мы видим, как под его руководством рушатся планы наших общих врагов, и мы знаем, что он приведет Россию к победе. Вот почему наша задача сегодня способствовать этому всеми силами, всей душой, и делать это как граждане, как союзники, как друзья, как честные и порядочные люди, совесть и достоинство которых знакомы с чувством человеческой благодарности. 17 марта 2024 года мы будем иметь возможность поддержать Россию, поддержать Владимира Путина и внести свой вклад в лучшее будущее. В этом будет заключаться наша благодарность за гигантский вклад России в развитие Абхазии, основой которого является формирование общего социально-экономического, культурного, духовного, гуманитарного пространства и, конечно, обеспечение прочного мира. В результате этих процессов мы имеем десятки отремонтированных школ, детских садов, университет, библиотеки, а также множество восстановленных и вновь построенных, полностью оснащенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В заключение хочу призвать вас, молодежь Абхазии, проявить ответственность. Мир и будущее нашей прекрасной Родины во многом зависит от вашего желания делать ее лучше и уметь быть надежным союзником с Россией. Стремитесь к знаниям, берите на себя ответственность и ведите за собой других. Только так история Абхазии продолжится в настоящем и в будущем, которое зависит от усилий каждого из нас. Благодарю за внимание.
На сцену приглашаются гости и участники форума. Российский дзюдоист, бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира, семикратный чемпион Европы, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо Российской Федерации Тменов Тамерлан Русланович. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Хак Батарач. Председатель студенческого совета экономического факультета Абхазского государственного университета Ано Рафида. Сегодня я хочу обратиться к вам, молодежи Абхазии, которая является будущим нашей страны. Вам суждено строить и развивать Абхазию в 21 веке. Поступательное развитие молодежи и ее потенциала в интересах нашей страны в социально-экономическом и культурном аспекте, обеспечение ее конкурентоспособности, в том числе и на международной арене, является основой укрепления национальной безопасности абхазского государства. Молодые люди, уверенные, продвинутые в сфере инноваций, умеющие дружить, мечтать и творить – это те столпы, на которых всегда будет держаться страна. Вы те люди, которым необходимо двигать прогресс вперед. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности зависит развитие страны. В нашей истории было немало примеров того, как молодежь становилась движущей силой перемен. Абхазская молодежь всегда стояла в авангарде всех государственных изменений. Так было и в годы освободительной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах. Лучшие сыны и дочери Абхазии отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Молодому поколению необходимо сохранить добрую, светлую память о наших предках, их бессмертных подвигах. Сегодня Абхазия находится на новом этапе своего развития, и в этом процессе молодежь должна играть важнейшую роль. Мы верим, что вы продолжите строить сильную, процветающую и независимую Абхазию, основанную на принципах демократии, справедливости и верховенства закона. Особое место в нашей истории занимают отношения с Российской Федерацией. Русский народ многие годы является нам верным другом и союзником. После освободительной войны российские пограничники и миротворцы, среди которых было немало молодых людей, погибали, защищая абхазский мир. Мы никогда не забудем их жертву. Сегодня абхазский народ один из первых откликнулся на помощь России в специальной военной операции на Украине. Наши молодые ребята сражаются плечом к плечу с российскими солдатами, отдавая свои жизни и защищая русский мир от агрессии коллективного Запада. Мы гордимся нашими воинами, они настоящие герои, и мы верим в нашу общую победу. Отношения между Абхазией и Россией носят особый характер. Наши народы связаны общей историей, культурой и духовными ценностями. Мы всегда готовы прийти на помощь друг другу. Запад делает все, чтобы ударить как по России, так и по ее союзникам. В этой борьбе Запад готов прибегнуть ко всем средствам, от мягкой до жесткой силы, наложением санкций, информационных войн, финансируя различные организации, занимается попытками дестабилизации внутриполитической ситуации многих стран. Молодежь Абхазии поддерживает президента Путина и его политику. Мы не сомневаемся, что под его руководством Россия преодолеет все трудности и выйдет победителем. Победа России – это также новое мироустройство, где заканчивается эпоха однополярного мира, в котором одна страна могла навязывать свое видение и мнимые ценности другим. Мы верим, что Россия, президент Путин, подстроит новый, более справедливый и многополярный мир, в котором все страны будут иметь право на самоопределение и развитие. Молодежь Абхазии гордится тем, что является частью этого исторического процесса. Совсем скоро состоятся выборы президента Российской Федерации, и нам всем предстоит сделать очень важный шаг – выполнить свой гражданский долг и продемонстрировать социальную зрелость. Мы призываем всех граждан Абхазии, в особенности молодых избирателей, имеющих право голоса, подойти к выборам со всей ответственностью.
Мы верим в великую Россию и в президента Владимира Путина. Мы верим в нашу общую победу. Благодарю. Я хотел бы пригласить на сцену молодого человека, добровольца, участника специальной военной операции Цкуя Марзакан. Спасибо. Абзирашума зихаези зэгё хатырдузко президент асас суяи зэгишнаю нацаш қицаит и бешинацве қумцан ихя молодежь браса халапшу избот ихя Донецк имачимква айбашри хорканы тахахей абзирашума зай ихя ахуқу ачкунцва апсва хмачимку брахау имачимку тахахей ташса يعقلنش يحتد وانش يحتز يجدروت يحضروت يشعخي يسحريستخو иха, мы все знаем, видим, Владимир Владимирович Путин помогает нашей республике. Я хочу поблагодарить нашему президенту, неоднократно была помощь с нашей стороны участников СВО. Хочу поблагодарить Бзиран Цвейцайт, иха Хаззаги Абсадгил, Ачар, и Бишанцей Думарбан, Бзира Рамазай, Хахакузалаги, Хазчузалаги, Хартапсва. Сегодня мы сражаемся за Россию сражаемся, и наши братья погибаем, все вместе с российскими бойцами и с нами все сражаемся, и многих там похоронили, и здесь похоронили, и победа будет за нами, враг будет уничтожен. Дай Бог вам всем здоровья. Хочу попросить минуту молчания, вспомним наших братьев. Спасибо. Слово передается гостю форума Тамерлану Тменову. Добрый день всем присутствующим. Я хотел бы от себя лично поблагодарить, что и руководство республики, и что меня пригласили на это мероприятие. Мшабзия, всем присутствующим. Я уже, как сказать, представитель спортивного общества Российской Федерации. Мне очень приятно, что Абхазия поддерживает на выборах нашего президента Владимира Владимировича Путина, который непосредственно является и примером. И мне вдвойне приятно, что он дзюдоист, что мы вместе, как команда, всегда стремились к тому, чтобы развивать виды спорта. И я знаю не понаслышке, что абхазская земля сама по себе благодатная земля для того, чтобы развивался не только дзюдо и самбо вид спорта, но и все виды спорта. И я знаю, что абхазская земля многонациональна, и так же, как и в спортивном обществе, у нас нет ни различий по цвету кожи, ни различий по вероисповеданию. Мы мы находимся на сборах, участвуем в тренировочном процессе, так же, как и наши ребята, которые сейчас в условиях того, что сейчас происходит в мире. И я бы хотел от себя лично пожелать абхазской молодежи, чтобы
она брала на себя инициативу, чтобы она брала уроки жизни, которые проходили на этой благодатной земле. И я знаю, как осетин, я знаю, что абхазский народ всегда был рядом с нашим народом. И мы знаем, что всегда поддерживали в те трудные периоды, когда решался вопрос Абхазии и Южной Осетии, то достойно выстояли все ваши герои, которые сделали то, что вы сейчас непосредственно сами можете жить, смотреть. И в связи с тем, что в период такой информационной информации, которая происходит и которая к вам поступает из разных источников, я хочу, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы вы не только экономически развивались, но и хочу, чтобы вся абхазская молодежь развивалась физически, потому что в здоровом теле здоровый дух, а я знаю, что вы достойная молодежь, которая должна принимать достойные и благодатные решения, которые непосредственно будут идти во благо этой республики. Спасибо еще раз за ту поддержку, которую в преддверии выборов вы оказываете Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, что сильная Россия и те усилия, которые прилагают, чтобы наша Федерация, Российская Федерация и Республика Абхазия, чтобы и экономически развивалась. А я от себя лично скажу, что та команда, которая есть, команда дзюдо можно назвать ее, все те люди, которые непосредственно развивают этот вид спорта, я буду стараться максимум прикладывать усилия, чтобы помогать развивать абхазскую молодежь. Спасибо большое вам. К сожалению, в работе форума не у всех наших гостей получилось принять участие, но у нас есть видеообращение и от спортсменов, и от депутата Государственной Думы Журовой Светланы. Я приветствую молодежь Абхазии, замечательных, активных, умных, талантливых ребят, которые принимают участие в форуме. К сожалению, не могу быть лично. Сейчас нахожусь в Абхазии немножко заранее, до вашего форума, потому что проходит еще большой фестиваль, Всемирный фестиваль молодежи, на котором абхазские ребята тоже приняли участие. Большой делегацией замечательных ребят, которые хотят развиваться, которые дружат с Россией, которые прекрасно говорят на русском языке, получают образование. И я рада, что в Абхазии так поддерживают, в том числе, русский язык. Я неоднократно была в Абхазии, и мы здесь бежали забег, например, по берегу моря. И те ребята, которые бежали рядом со мной, теперь уже являются, например, спикером парламента. И это говорит о том, что есть даже через спорт вот такой контакт, рост, и активные ребята всегда могут прорваться на самый верх. И мы здесь встречались, и для меня это было поразительно, когда мы с ребятами общались на берегу моря. Была вот такая естественная совершенно студия, которая была создана самой природой, абхазской природой. И мы общались с ребятами, и они задавали очень интересные вопросы. И я рада, что вы интересуетесь, что вы хотите развиваться, что вы идете вперед. Вы смелые, вы прекрасные, замечательные. Поэтому я вам желаю только вперед, прекрасно провести форум. Мы, Россия, Абхазия, мы дружим, мы будем общаться, мы будем всегда вместе, и особенно с нашей молодежью. Поэтому ничего не бойтесь, получайте образование, развивайтесь, любите своих родителей, любите свою родину Абхазию и, конечно, любите Россию. Вперед!
Здравствуйте, меня зовут Харитон Агарба. Я являюсь действующим профессиональным спортсменом, выступая за Российскую Федерацию. Я родился в городе Гагра, Республика Абхазия. В 5 лет я уехал в Россию. Начал я свою профессиональную деятельность в городе Волгодонске. А сейчас я тренируюсь в городе Санкт-Петербурге, где уже 1,5 года выступаю за культурную столицу. И в данный момент я недавно провел свой профессиональный бой. В последнем моем выступлении приехало очень много моих земляков, чтобы меня поддержать. Это придало мне много очень сил. И в этом бою я победил, где завоевал возможность стать претендентом за пояс чемпиона мира по ABA. Я очень рад, что у меня есть такая поддержка. Сейчас у спортсменов Абхазии есть возможность выступать на самом высоком международном уровне. При содействии Министерства спорта России и Комитета по делам молодежи и спорта Абхазии было достигнуто соглашение, при котором спортсмены, мои земляки с Абхазии, имеют возможность выступать на таком высоком международном уровне, как на играх БРИКС и играх дружбы. Уверен, что у наших ребят получится, они пойдут лучшим образом и покажут самые высокие результаты. Успехов! Слово предоставляется председателю Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Тарачу Хакба. Абзировшимаз, Абснахункара Хада, Аслан Георгипа, Абсназухан Изаапсу, Айхабыра, Асас Шаяхзаз, Ачар, Изаз Зигев. Уважаемый президент, дорогие гости, молодежь Абхазии, сегодня мы собрались, чтобы открыто выразить свое отношение к предстоящим президентским выборам Российской Федерации. История современного независимого абхазского государства берет начало с 30 сентября 1993 года, со Дня Победы и Независимости. 26 августа 2008 года для нас также является исторической датой. Это день признания независимости Республики Абхазии Российской Федерации. За 15 лет между Абхазией и Россией было подписано более 100 договоров. Мы активно сотрудничаем по всем направлениям жизнедеятельности государства, в том числе и по линии молодежной политики и спорта. Все наши инициативы всегда находят понимание и поддержку в Министерстве спорта Российской Федерации, в региональных министерствах, тесно общаются между собой и федерации по различным видам спорта. В качестве примера приведу соглашение между Федерацией волейбола Абхазии и Всероссийской Федерацией волейбола, что позволило нашей команде, флагманской команде, принимать участие в чемпионате России «Высшая лига Б». Конечно же, мы уверены, что это даст новый импульс к развитию нашего абхазского спорта. Спасибо. Поддержка наших коллег выражается не только в представлении возможностей для наших спортсменов принимать участие в турнирах и соревнованиях на территории России. В частности, на международном турнире по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Беларуси, в Республике Беларусь, в городе Минске, наш соотечественник Асланбек Гварамия занял 1-е место, представляя нашу страну. На этом же турнире наш 2-й соотечественник Данил Харчилава в другой весовой категории занял 2-е место, представляя Российскую Федерацию. Мы налаживаем контакты со странами, которые вслед за Россией признали независимость Абхазии, в частности, Сирией и Никарагуа. С Никарагуа мы уже проводим онлайн мероприятия. Что касается Сирии, наш также соотечественник по вольной борьбе Инал Берзеня, выступая за сборную Сирии, стал победителем Всемирных арабских игр. Говоря о достижениях наших спортсменов, мы, конечно же, испытываем гордость. И при этом говорим, что наши ребята достойно могут и должны представлять нашу страну на международной арене.
Безусловно, абсолютное большинство турниров и соревнований, в которых участвуют абхазские спортсмены, проходят на территории Российской Федерации. Но еще и непременно радует тот факт, что из года в год все больше российских спортсменов и спортсменов других стран приезжают к нам принимать участие на наших открытых спортивных мероприятиях. Эти мероприятия в основном проходят на спортивных сооружениях, восстановленных или построенных за счет финансовой помощи Российской Федерации. Это 2 футбольных стадиона «Динамо Учхоз», открытые спортивные площадки по всей Абхазии, спортшколы и спортзалы. Благодаря процессу восстановления спортивной инфраструктуры, конечно же, мы видим, как число спортсменов ежегодно увеличивается. Для нас, для всех это правда очень важно. Мы рассчитываем, что абхазские атлеты именно в этом году продемонстрируют максимальную лучшую спортивную подготовку. Ведь Республика Абхазия будет представлена на предстоящих в этом году масштабных международных спортивных мероприятиях. Это игры БРИКС и Всемирные игры дружбы, которые будут проходить на территории Российской Федерации. Это стало возможным по итогам переговоров Госкомспорта Абхазии и Министерства спорта Российской Федерации. У нас есть уникальная возможность официально представлять Абхазию со своим флагом, гимном среди десятков стран. Для нас самое главное – это сам факт участия в таких больших мировых соревнованиях. Быть среди атлетов всего мира значит быть частью мировой спортивной семьи. Теперь наша мечта – это услышать абхазский гимн, увидеть, как поднимается флаг Абхазии в честь наших победителей. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица спортивного сообщества и молодежи Республики Абхазия выражаем вам искреннюю признательность за вашу позицию, помощь и поддержку в реализации проектов в сфере спорта и молодежной политики. Вы, как никто другой, на площадках, где поднимаются вопросы развития спорта, говорили, что спорт должен быть вне политики. И очень приятно наблюдать за тем, как вы этому сопутствуете. Мы, молодежь Абхазии, желаем вам победить на предстоящих президентских выборах Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется начальнику отдела молодежи Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Идрису Кара Осман Углы. Уважаемый президент, гости, молодежь Абхазии, дорогие друзья, коллеги. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на важность данного события и выразить наше глубокое уважение нашим партнерам и коллегам из Российской Федерации. Мы с гордостью признаем, что наша совместная работа вносит весомый вклад в развитие молодежной политики. Союзническое сотрудничество с Российской Федерацией – это не просто слова, а настоящая трудоемкая работа и совместная поддержка. За 2023 год Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта было запланировано более 30 мероприятий в сфере молодежной политики. Многие из них были реализованы совместно с коллегами из Российской Федерации. Сегодня мы имеем возможность обмениваться опытом, вдохновляться и мотивировать друг друга к новым победам. Наши отношения строятся на принципах равноправия и добрососедства. Мы не просто союзники, партнеры. Мы в первую очередь единомышленники, строящиеся в новом мире. И мы стремимся к общей цели. Это воспитание молодого поколения в духе патриотизма и сохранения национальных ценностей. Очевидно одно – в единстве и взаимопонимании заключается наша сила. Молодое поколение России и Абхазии имеет возможность учиться друг у друга, решать общие цели и задачи, совершенствоваться в разных областях. Ярким тому примером стал Всемирный фестиваль молодежи, самое масштабное молодежное событие в мире, которое объединило неравнодушных людей со всей планеты. Делегация из Республики Абхазия в количестве 105 человек приняла активное
достойное участие в этом фестивале. Я хочу поблагодарить каждого делегата от Республики Абхазия. Спасибо большое. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина фестиваль прошел с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус. Более 20 тысяч молодых людей имели возможность для открытого диалога и поиска взаимопонимания вне зависимости от национальности, политических взглядов, культурных особенностей. Участники фестиваля – это будущие лидеры и руководители, осознающие свою ответственность и готовые принимать конкретные решения для строительства справедливого мира. Для нас очень важно, чтобы молодое поколение укрепляло дружбу и сохраняло традиции наших народов. Завершая свое выступление, хотел бы процитировать слова Владимира Владимировича Путина. «Да, мы все люди, и мы все равны. А если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности. Мы все равны с момента рождения. Так давайте мы все вместе, равные, сделаем этот мир лучше». Спасибо за внимание. Спасибо. Прошу внимания на экран. Здравствуйте, меня зовут Мурадян Зураб, я управляющий гостиничного спортивного комплекса «Жемчужина», который был построен при поддержке Российской Федерации. Но это не единственный объект, построенный по инвестпрограмме. Также были построены теннисные корты, стадионы и спортивные школы. Благодаря этому комплексу у наших детей появилась возможность на должном уровне заниматься в таких секциях, как борьба и бокс. Также в этом спортивном комплексе мы проводим сборы, международные турниры, где наши спортсмены могут обмениваться опытом, повышать свою квалификацию, участвовать в соревнованиях на высшем уровне и показывать себя достойно. Считаю, что развитие взаимоотношений между молодежью России и Абхазии играет ключевую роль в спортивных достижениях нашей республики. Добрый день, я студент первого курса магистратуры экономического факультета по направлению государственный финансовый контроль и аудит Аш Валерий Бесланович. Я хотел бы рассказать вам о необходимости и о важности сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на своем личном опыте, поскольку Российская Федерация является нашим стратегическим партнером и также оказывает нам финансовую помощь в рамках программы социально-экономического развития, благодаря чему наш университет восстанавливает материально-техническую базу и создает все условия для качественного образования абхазской молодежи. Одним из таких ярких примеров является Международная студенческая олимпиада по истории экономических учений, в которой наши студенты Абхазского университета принимают ежегодно участие. Данная олимпиада проходит в финансовом университете при правительстве Российской Федерации в Москве. Ежегодно наши студенты занимают призовые места. А в 2022 году нашими соперниками выступал Московский государственный университет, Южно-Осетинский университет, также Белорусский университет и ряд других соперников. Мы большими усилиями добились призового места. Это сотрудничество является одним из наиболее важных для абхазской молодежи, поскольку открывает новые возможности и большие перспективы. Наши достижения не оставались незамеченными, поскольку многие наши участники они получили возможность прохождения стажировки в крупнейших государственных учреждениях Российской Федерации, а также Республики Абхазия, а выпускники смогли трудоустроиться в органах исполнительной власти, а также бизнес-структуре. Мы принимаем участие в различных мероприятиях, международных форумах, также в движениях, в военном движении возвращения имени и в ряде других программ, которые носят образовательный характер. По моему мнению, сотрудничество в сфере образования между Российской Федерацией и Республикой Абхазия играет важную роль, поскольку наши студенты
получая возможность прохождения стажировок, повышения квалификации за рубежом, способствует притоку новых квалифицированных кадров в нашу республику. Тем самым это дает мощный фундамент для развития нынешней системы образования и повышения квалификации новых кадров. Развитие культуры и культурного потенциала входит в число ключевых приоритетов нашего государства. Продвижение абхазской культуры за рубежом предполагает развитие и расширение международного сотрудничества. Основной базой для такого развития является план сотрудничества между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Российской Федерации. В рамках данного сотрудничества происходит всестороннее содействие в реализации обменных музыкальных, театральных, выставочных и других проектов. За годы работы культурного сезона Россия-Абхазия было реализовано большое количество проектов самой разной творческой направленности. Благодаря сезону мы имеем уникальную возможность популяризировать абхазскую национальную культуру в Российской Федерации с одной стороны, а с другой стороны ежегодно российские деятели культуры и творческие коллективы приезжают в Абхазию. Масштаб программы «Культурный сезон Россия-Абхазия» и количество проектов в нее входящих демонстрирует то, какой значительный шаг сделан на пути к укреплению культурных связей между двумя дружественными государствами. За прошлый 2023 год было реализовано большое количество мероприятий в рамках данного сотрудничества. Невозможно переоценить значимость инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которая реализуется за счет средств российской финансовой помощи. Так, в 2014 году по данной программе были восстановлены такие значимые объекты культуры, как Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба, который находится сейчас позади меня, Русский театр драмы имени Фазиля Искандер, Абхазская государственная филармония имени Рождена Гумба, Национальная библиотека имени Ивана Папаскир, Абхазский государственный музей, Музей боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба и так далее. И, конечно же, я с большим удовольствием пойду на выборы президента Российской Федерации и отдам свой голос за Владимира Владимировича Путина. Спасибо. Слово предоставляется Рафи Дианова. Уважаемые коллеги, друзья, гости форума. Исторически сложилось так, что ближайшим соседом Республики Абхазия является Российская Федерация. И именно Россия, самое большое государство в мире, первое признала завоеванную высокой ценой независимость Абхазии. Создание условий для ускорения темпов экономического роста, снятие инфраструктурных ограничений, вызванных разрушительной войной и длительной экономической блокадой, и модернизации инфраструктуры в значительной степени связано с экономическим сотрудничеством Абхазии с Россией, которое на основе заключенных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, о союзничестве и стратегическом партнерстве выступает гарантом безопасности, оказывает помощь в социально-экономическом развитии. Необходимо отметить, что у нас большой положительный опыт взаимодействия и с регионами России. Активно развиваются, помимо политических и экономических связей, культурные и человеческие отношения. Формируется общее социально-экономическое, гуманитарное и духовное пространство. В развитии общего договора подписано более 100 межгосударственных и межрегиональных документов, регламентирующих взаимодействие в инвестиционной, торговой, социальной сферах, а также в сфере здравоохранения и безопасности. Следует подчеркнуть, что активизация сотрудничества наметилась после признания нашей независимости в 2008 году. Увеличились масштабы помощи в рамках реализации комплексного плана и инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В рамках этих программ восстанавливались и ремонтировались объекты образования, культуры, спорта, социальной и поддерживающей инфраструктур, объекты здравоохранения. Важным фактом, способствующим
восстановлению гражданских прав и деизоляции жителей Абхазии стало принятие в российское гражданство. В десятку торговых партнеров Республики Абхазия входят такие страны, как Россия, Турция, Соединенные Штаты Америки, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Беларусь, Китай, Бразилия, Германия. Но основным торговым партнером была и остается Российская Федерация, на долю которой приходится свыше 75% от общего объема внешней торговли Абхазии. И этот показатель с каждым годом возрастает. Увеличивается туристический поток из России. Например, в 2023 году Абхазию посетило более 1 миллиона человек. Официальной денежной единицей Абхазии, в числе прочих, является российский рубль. Его доминирующее положение объективно обусловлено развитием взаимной торговли и увеличивающимся туристическим потоком из России. Через территорию Абхазии проходят транзитные железнодорожные автомобильные трассы, воздушные и морские пути, имеющие стратегическое значение для Закавказья и Юга России. Ее можно рассматривать как регион, имеющий реальную перспективу стать единым комплексом на основе всех видов транспорта. Возобновление транзитного сообщения может стать еще одним источником дохода в Республике Абхазия. Серьезное влияние на инвестиционный климат в Абхазии и изменение качества налогового администрирования окажут мероприятия, предусмотренные программой формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами на основе гармонизации законодательства, подписания соглашения об избежании двойного налогообложения. В условиях стремительно меняющегося мира и возрастающей неопределенности государство должно проводить экономическую политику, ориентированную не только на формирование благоприятного инвестиционного климата через совершенствование правовых и налоговых механизмов, внедрение регулирующего, стимулирующего характера и соблюдение разумного баланса между ними, но и мер, направленных на развитие человеческого капитала как главного ресурса современной экономики. В этой связи хочу подчеркнуть важность науки и образования. Как студентка Абхазского государственного университета я могу сказать, что стратегия развития АГУ направлена на интеграцию в мировое образовательное пространство через участие в совместных программах, установление прямых контактов с учебными заведениями зарубежных стран и, конечно, в первую очередь вузами России, такими как МГУ, СПбГУ, МАДИ, Финансовый университет, Кубанский государственный университет, Южный федеральный университет и многими другими. Сотрудничество в образовательной сфере между Абхазией и Россией играет важную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые уже в ближайшей перспективе будут вносить вклад в развитие экономики, науки и культуры обеих стран, в укреплении межгосударственных отношений, продвигая идеи мира, дружбы и сотрудничества. Руководством нашей страны при активной финансовой поддержке Российской Федерации в рамках программ социально-экономического развития восстановлена материально-техническая база единственного национального вуза страны, созданы все условия для качественного образования абхазской молодежи. Студенты Абхазского государственного университета активно участвуют в научных, образовательных, спортивных и волонтерских движениях, военно-патриотических проектах, международных форумах, олимпиадах, фестивалях разного направления в Российской Федерации и добиваются высоких результатов. Мы уверены, что двустороннее сотрудничество Абхазии и России будет укрепляться благодаря новым контактам молодежи и студентов наших стран во имя мира, процветания и благополучия наших народов. Благодарю. Спасибо. По итогам сегодняшнего мероприятия предлагаем принять резолюцию в виде открытого письма. На сцену приглашается студент магистратуры Абхазского государственного университета Гвинджи Алхаз. Здравствуйте, уважаемый президент, дорогие гости, молодежь Абхазии. Открытое письмо молодежи Абхазии Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении многих лет Абхазия и Россия были связаны тесными отношениями и глубокой культурной близостью. Мы всегда высоко ценили поддержку и помощь, которую народ России оказывал нам в самые сложные времена. В частности,
Мы выражаем нашу глубокую признательность за вашу твердую позицию в отношении признания независимости Абхазии. Это историческое событие позволило нашему народу обрести долгожданный мир и стабильность. Мы привержены нашим договоренностям о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Основными направлениями сотрудничества между нашими странами являются проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического, сохранение общего культурного, духовного и гуманитарного пространства. Мы с восхищением следим за вашей работой на посту президента России. Под вашим руководством были достигнуты значительные успехи во всех сферах деятельности страны. Вы укрепили международный авторитет России, отстояли ее интересы на мировой арене. В сложившейся геополитической ситуации мы поддерживаем вашу решимость противостоять агрессивной политике Запада. Специальная военная операция на Украине – вынужденная мера, направленная на защиту национальной безопасности России и ее союзников. Мы не сомневаемся, что под вашим руководством Россия выйдет из этого конфликта победителем. Твердо убеждены, что ваше переизбрание на пост президента России станет гарантией мира и стабильности для нашей республики, для всего Кавказского региона и для значительной части мира. Призываем всех граждан Абхазии, имеющих право голоса, поддержать вашу кандидатуру на предстоящих выборах. Ваш опыт, мудрость и патриотизм необходимы России в это непростое время. Мы, молодежь Республики Абхазия, обращаемся к вам с открытым письмом, выражая нашу непоколебимую поддержку вашей кандидатуре на предстоящих президентских выборах Российской Федерации. Прошу принять резолюцию поднятием рук. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласным решением резолюция принята. Спасибо большое. Форум молодежи объявляется закрытым.